Мы мясо не едим. За закон Девушка, у меня похмелье, голова болит. Не кричите мне на ухо. За добро милосердие. Вот за что. Отдать в руки Украину фашистам, которые когда-то Тетушки. не забытая история, дети и внуки фашистов Третьего Рейха, которые нагло вторгаются в Украину, а им помогают полицаи Яценюк, Кличко, Загневок, а еще тот, который ядовитые конфеты им помогает. Кому вы поклоняетесь? Поклонение Богу, смирение и терпение. Трудности скоро закончатся для некоторых людей, потому что я глава правительства нового мирового государства. Сычева Раиса заранее объявляю для тех людей, которые стремились исполнять закон Божий. Прошли испытания голодом, мужской оскорблением, унижением. Значит, если вы поклонники Нового Завета, 13 глава к римлянам, всякая плоть да подчиняется властям, ибо нет власти не от Бога. Вот вы что? Вы знаете, Янукович в последних сил держит власть. Я не говорю, что он идеальный, но лучшего пока нет. Если до него ограбили как Кучма, Кравчук и Ющенко, что он может сделать? Если Лукашенко на те деньги, которые они забрала деньги, купила алмазные прииски, эти люди, которые не имеют разума, которые нарушают закон Божий, которые кричат «Слава Украине!», а это грех. Слава Богу надо кричать, а не Украине. Слава! Слава Украине! Героям слава! Бог не накормит, не получите еды. Тогда знаете, что такое? Нарушать закон Божий. Спасибо. Я глава правительства нового мирового государства Сычева Раиса говорю о том, что вы нарушаете закон Божий, потому что не разобравшись в настоящей ситуации, фашисты, которые правят миром, нагло людей убивают ядовитыми продуктами, заболевания среди детей, сравнение с 90 в 4 раза увеличилось. Это их работа. А это пустить их. Вы помогаете пустить этим бестолковым, наглым, грязным людям, чтобы они грязными сапогами топтали Украину, чтобы вместо сельского хозяйства яды свои привезли. Они убивают сельское хозяйство. Вместо того, чтобы люди выращивали своих свиней, скотину, они польское ядовитое мясо привозят. Глава правительства. Пошли там сядем на парапете. Я вас догоню. Фалафель тоже на колот. Конечно. Угостите бабушку фалафелем. Ветхого Завета знаю это. Смотрите, у пророка Исаии 66 глава написано: «Презрю на смиренного и сокрушенного сердцем, смиренного». Надо уметь принять от Бога не только хорошее, но и плохое. Если вы сможете перенести испытания, получите много, потому что мы заберем все, что у нас украли. Природные ресурсы, океаны, моря, нефть, горы, поля, леса. Все, что Бог для всех создал, будет для всех. Люди будут действительно счастливо, спокойно жить. Не будет всяких баламут, не будет войн, потому что зачинщиков войн Бог уберет, остатки разберется наша армия. Армия нового мирового государства, которая громадная. Часть милиции, армии, таможни, казачества и другие слои населения приняли программу построения нового мирового государства и ждут приглашения к объединению. Деньги в банках не скоро получат. Наша материальная часть начнется с того, что у нас мощные укрепленные базы сохранения. Там мы примем достойных людей, потому что в ближайшее время бандитизм, безумие масштабного характера. Вы помогаете фашистам, которые Буду снимать и есть. Польша при Третьем Рейхе очень серьезно подняла экономику партии Гитлера.
когда хот-дог стоил 4 миллиона евро, на улице, вот как у нас в Кибице, за 2 года вырулили, и люди нормально стали зарабатывать. Я изучаю просто историю. Я знаю, что я говорю. Правильно. Не надо мне смотреть, я знаю, что я говорю. Но Я хочу поснимать еще. Ядовитые яблоки, ядовитое мясо. В Германии в 1933 году ничего не везли в Польшу. Выращивается рак, делается масло. Я понял, все, спасибо. Машина заправляется, а в магазинах продается солярка. Мы едим нефть, а машины натуральным заправляются, потому что они постепенно убивают сельское хозяйство. И кто еще не слышал, повторяет, заболевания среди детей увеличилось в 4 раза. Вот это 90-й год, это Майдан первый, который привел к тому, что нас просто отравляют. Придет время, если дать Европе командовать, мы не будем соображать. Они... Почему толстая нация? Потому что там ядовитые. Вам должно быть стыдно. Где? Надо банкомат. Вам подіяло то масло, напевно. За то, чтобы сельское хозяйство процветало в Украине. За то, чтобы человек вырастил, дал молоко. Не так, как они. Синтетическое молоко в магазине. вот этой незалежности рассаливали. Вот все. А фалафель будете? Третий Майдан. Второй был Юлька. Теперь она, Тимошенко, забрала наши деньги за газ. И на эти деньги алмазные прески купила. Она хорошая героиня. От Бога никто никуда не денется.